Добрый вечер. В эфире программа «Якутия в деталях». С вами Яна Бабаева. Последние несколько лет принесли множество достижений в молодежной политике. После пандемии работа началась будто бы с новой силой. В подтверждение этому можно назвать большое количество интересных мероприятий, форумов и встреч. Молодежь активно участвует в грантах, придумывает и воплощает в жизнь самые смелые проекты. О том, как прошел 2023 год, какие планы необходимо реализовать в году текущем, мы поговорим сегодня с нашей гостьей, первым заместителем министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Надеждой Махначевской. Добрый вечер, Надежда. Добрый вечер. Ну, раз мы начали программу вот с такой подводки, давайте подведем небольшие трудовые итоги года прошедшего и поговорим о планах на год наступивший. Вот какие у вас планы? И давайте вот с итогов, наверное, начнем все-таки. Действительно, если говорить о трудовом годе, в прошлом году у нас в республике был объявлен год труда, и действительно год 2023, он для молодежи республики прошел такой трудовой, оказался ударным, да? Ударным годом. Всего у нас в республике проживает более 31% молодежи от общей численности. Это превышает показатели общероссийские, и мы все-таки говорим о том, что у нас в Якутии молодежь хочет жить. Молодежь Якутии, она патриотична, и это доказали те исследования, которые мы в прошлом году провели вместе с молодежью. Год у нас начался действительно с той аналитики, которая у нас есть в республике. По инициативе Федерального агентства по делам молодежи, Росмолодежь, в прошлом году совместно с администрацией главы республики было проведено очень большое аналитическое исследование в области молодежной политики. И оно показало действительно то, что молодежь у нас желает жить, учиться и работать на территории Якутии. И не исключением у нас являются арктические районы. Кстати, в арктических районах доля молодежи, которая проживает, она значительно больше, чем по всей территории республики. Мы провели тоже свою аналитику и были действительно этому удивлены. Да, приятно удивлены, наверное. Да, и, конечно же, большая часть работы у нас проводится на местах нашими специалистами по молодежной политике. Конечно, пользуясь случаем, хотелось бы выразить огромную благодарность нашим тем ребятам, которые работают на местах, нашим общественным организациям, движениям, не только молодежным, но и вообще активным людям, активным гражданам республики, нашим волонтерам, которые трудятся на территории нашей республики и не только. Прошлый год... Давайте по событиям. Какие события интересные у нас прошли в прошлом году, которые касались молодежи? Может быть, форумы были, какие-то мероприятия? Впервые в прошлом году по инициативе главы Республики Саха-Якутия Исена Сергеевича Николаева, озвученном на послании в конце 2022 года, была выделена субсидия из государственного бюджета республики, местным бюджетом, который мы назвали «Молодежь Якутии», в размере 50 миллионов рублей, которые выделили по 10 основным направлениям работы в сфере молодежной политики. Это, конечно же, поддержка волонтерского движения, это, конечно же, организация проведения молодежных мероприятий, акций патриотических, это работа в рамках безнадзорности, профилактики несовершеннолетней, это летний отдых, это здоровый образ жизни, ну и те затрагивают участие во всероссийских форумах, ну и так далее, по 10 основным направлениям работы студенческих отрядов. 26 районов у нас получили такую поддержку, и благодаря этой субсидии проведено очень много активностей на территории. Мы субсидию распределили в первом полугодии, и во втором полугодии вот началась такая активная фаза работы. Итоги этой работы, этой субсидии мы еще будем подводить. Мы как раз сейчас собираем и отчетность, ну, как полагается, да. В прошлом году также большими мероприятиями в сфере молодежной политики мы отмечаем те мероприятия, которые у нас прошли по патриотической направленности. В конце года, 8 декабря, у нас в республике прошел большой
ну, как бы мы были одним из первых субъектов Российской Федерации, которые провели антифашистский форум, да, в декабре месяце. И этот форум, он действительно объединил патриотов нашей республики. Приехали эксперты, приняли и онлайн через ВКС очень много экспертов участие. Ну и есть, конечно, определенные итоги, принята резолюция, и сейчас работа направлена на создание общественного движения именно по данной направленности. Традиционно у нас проходят такие мероприятия, как слет юнармии, которые объединяют патриотическую направленных детей именно школьного возраста. Слет юнармии у нас в прошлом году прошел в сентябре месяце на базе здания военкомата, и приняли участие порядка 200 детей, юноармейцев. Ну и, конечно же, это те люди, которые ведут движение юнармии у нас в республике, ну вот взрослые люди, которые работают. А у нас в прошлом году прошел масштабно форум сообщества. Он у нас в республике проводится во второй раз. Это самая большая мероприятие Общественной палаты Российской Федерации, которое проводится в субъектах Российской Федерации. Ну и в ноябре месяце традиционно подводятся итоги в городе Москва. И приняли участие более 1000 человек, активных граждан. И очень много людей у нас приехали с других субъектов, в том числе субъекты Дальнего Востока приняли большое участие. Порядка 50 членов Общественной палаты Российской Федерации приняли участие. И мы говорим о том, что форум Республики Саха-Якутия, как и было отмечено и членами Общественной палаты Российской Федерации, это был один из самых таких качественно, эффективно проведенных форумах, которые проводятся на территории субъектов Российской Федерации. Очень много по всем практически направлениям жизнедеятельности населения республики были выработаны предложения, которые доведены и до исполнительных органов государственной власти, законодательных органов государственной власти, которые, конечно же, приняли за основу в целях, ну, для дальнейшей работы. Традиционно у нас проводятся и гражданские форумы, которые объединяют также наших гражданских активистов. Ну и, конечно же, одним из основных направлений нашей деятельности является грантовая поддержка общественных организаций. Мы, как и уже последние 3 года, являемся лидерами не только уже на территории Дальнего Востока, как мы ранее отмечали, да, мы являемся по активности наших некоммерческих организаций лидерами в Российской Федерации. Да. Это касается не только вот победы в фонде, ну, в грантовых конкурсах президентских, но и конкурсы, которые проводятся среди молодежи под эгидой Федерального агентства по делам молодежи. Здесь мы тоже провели определенную очень большую аналитику, и мы видим, что действительно молодежь Якутии, она является, не отстает от взрослых, как мы называем, да, общественных лидеров, и являются также тоже очень активными. У нас в прошлом году победитель, самому молодому победителю из Мегино-Кангаласского района в конкурсе Росмолодежи было 14 лет. Ученик школы, который написал свой проект, защитил свой грант, выиграл порядка 600 тысяч рублей. Но, кроме того, в прошлом году мы выпустили методические рекомендации по патриотическому воспитанию. В целях выпуска этих методических рекомендаций было также проведено большое аналитическое исследование в сфере патриотического воспитания среди молодежи, где мы охватили более 6000 молодых граждан, которые проживают на территории Республики Саха-Якутия, и приняли участие также у нас
эксперты, которые работают, ну, которые являются патриотами. Это у нас и спортсмены, это и лидеры общественного мнения, да, это и представители сферы образования, которые являются также людьми, наставниками для молодого поколения. И данные вот исследования у нас показали, что более 70%, если точнее быть 75% молодежи нашей республики является патриотически настроенной, желает жить, работать и верит в светлое будущее нашей, так сказать, республики, ну и в целом страны, и желает продвигать свои какие-то инициативы, проекты и так далее. И что было для нас удивительно, вот в этом году объявлен год семьи президентом Российской Федерации, и итоги этого исследования показали, что патриотизм в большей степени, более 60% молодых граждан у нас ответили, что она зарождается именно в семье. Это тот, в том числе, трудовой опыт бабушек, дедушек, родителей. Молодые люди видят, да, как из каких-то вроде бы маленьких достижений выявляются, ну, достигаются очень большие высоты, и действительно это является примером для нашего молодого поколения. И очень много молодежи у нас говорит о том, что тоже по итогам исследований, что самое вот те патриотически настроенный опыт — это победа в Великой Отечественной войне. Это действительно тот праздник, который встречают не только взрослые, но и молодое поколение со слезами на глазах. И в 2025 году мы встретим 80-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне, и те мероприятия, которые у нас будут проводиться в ближайшее время, в 2024 году, в 2025 году, они действительно должны быть нацелены на то, чтобы наша молодежь была активно вовлечена во все эти мероприятия, которые будут проводиться. И те боевые заслуги наших ветеранов являются тем передовым опытом, на который равняется наша молодежь. Ну, мы с вами плавно перетекли к планам на 2024. Давайте продолжим. Предлагаю вам назвать топ-5 мероприятий, которые у нас состоятся в 2024 году, которые будут прям очень интересными, завлекательными и вот молодежными. Ну вот 16-17 февраля мы готовимся к проведению нашего самого крупного молодежного фестиваля. Это крупный молодежный фестиваль не только у нас в республике, это самый крупный молодежный фестиваль на Дальнем Востоке, который проводится, но и в Российской Федерации. Он входит в топ, скажем, мероприятий, которые проводятся в сфере молодежной политики. Наш крупный фестиваль «Мусустар», в котором принимают участие также и именитые эксперты, хедлайнеры, как мы их называем, да, он будет у нас проводиться 16-17 февраля в городе Якутске. Далее мы, делегацией республики, выезжаем для участия во Всемирном фестивале молодежи, который пройдет с 1 по 7 марта в городе Сочи. Делегация наша будет состоять из 63 участников, которые представлены нашей республикой. И к нашей делегации, конечно же, присоединяются волонтеры. 13 волонтеров. И в конце февраля мы вот тоже, сейчас идет вовсю подготовка тех стендов, арт-объектов, тех активностей, в которых мы будем принимать участие, делегации нашей республики. Далее у нас в марте месяце тоже планируется проведение нашего гражданского форума, который проводится ежегодно. Он, конечно же,
является традиционным мероприятием, который собирает всех активных лидеров общественного мнения, общественных активистов. Принимают участие у нас лидеры со всех уголков нашей республики. Вот в марте месяце мы сейчас тоже точную дату утверждаем. И далее у нас, конечно же, самое большое событие в республике — это спортивные игры «Дети Азии», где одним из основных участников, организаторов, конечно же, у нас являются наши волонтеры. 1900 волонтеров. Мы сейчас вовсю идет активность по сбору заявок от волонтеров для участия в играх «Дети Азии». Ну и, конечно же, вовсю идет подготовка, как и в целом организации участников вообще спортивных игр «Дети Азии». Ну и крупным мероприятием, традиционно мы в прошлом году не проводили наш молодежный фестиваль, культурно-образовательный форум «Табыс». В этом году мы его будем проводить. Это будет в июле месяце. Дату мы тоже точную определим. И в июле месяце мы будем проводить наш фестиваль «Табыс». Тоже идет вовсю подготовка. Сейчас мы отрабатываем и с положением. В прошлом году мы в рамках итогового мероприятия, на которое у нас приезжают все специалисты по молодежной политике, провели такую стратегическую сессию, где мы сделали определенные наброски для разработки положения нашего культурно-образовательного форума. И сейчас уже с учетом предложений, которые поступили от молодежи нашей Якутии, мы разрабатываем положение. Вот 5 топ-событий, которые у нас ожидаются. Ну и в прошлом году мы выиграли, нужно отметить, впервые в истории Якутии субсидию на ремонт, оснащение, проведение мероприятий в сфере молодежной политики. 98 миллионов, которые предусмотрены в рамках национального проекта образования. Оператором является Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь». И сейчас у нас идет подготовка к тем... На что потратить? Да. На что потратить мы уже знаем. Мы сейчас разрабатываем технические задания и так далее для того, чтобы сделать ремонт и в волонтерском корпусе на Орджоникидзе-10, и у наших психологов на Курашова 36, где у нас здание основного психологического центра. Если говорить о работе психологического центра, то действительно, начиная с 2022 года, наш психологический центр основную свою деятельность, конечно же, направил на поддержку участников специальной военной операции, членов их семей. И 2023, если говорить по 2022 год, он был таким годом становления, где, в принципе, никто не знал, каким образом нужно действовать, как нужно сформировать работу, как ее нужно систематизировать. То мы можем говорить о том, что в 2023 году, в принципе, работа систематизирована. Все 20 филиалов психологического центра у нас принимают участие в поддержке, вообще в системе психологической работы. И основная, конечно же, деятельность у нас за пределы Республики Саха-Якутия направлена на работу в госпитале в Ростове. Наши психологи выезжают на места туда? Да, на места, в госпиталя. Они работают, можно сказать, в качестве волонтеров и проводят параллельно психологическую поддержку участников нашей специальной военной операции. Да. Более 22 тысяч услуг у нас уже предоставлено за 2022-2023 год, и в 2023 году это 17 тысяч консультаций. Это групповые, индивидуальные консультации.
Мы сейчас работаем по значит, разработке выездных групп, которые должны работать. В прошлом году мы обучили 40 психологов. Вообще специализация клинических психологов, она, ну, скажем, такая редкая у нас и в республике, и вообще на территории Российской Федерации клинических психологов, которые работают именно с острыми ситуациями. Их очень мало, в том числе на территории нашей республики. В прошлом году, благодаря поддержке главы республики и под личной координацией заместителя председателя правительства Ольги Валерьевны Балабкиной, мы обучили 40 психологов именно по направлению клинической психологии. Это для нас действительно очень большая победа. Они проходили обучение, как теоретические знания получали, так и практические в Институте реабилитологии в городе Москва. Это один из ведущих институтов в целом Российской Федерации. И в этом году эта работа, также мы планируем эту работу продолжить. Конечно, у нас психологи должны быть подготовлены, действительно подготовлены и теоретически, и практически к таким острым ситуациям. Психологи нашего центра также работают и с несовершеннолетними детьми. Это и такие острые, ну вот очень много, конечно, сложных моментов, такие как суициды, да, попытки суицидов, это и изнасилование детей, это и жестокое обращение, как физическое, так и психологическое. Это действительно очень большая моральная напряженная работа не только для пострадавшего, но и для психолога, который должен включиться в каждое событие и, конечно же, дать качественную консультацию. Ну и, конечно же, наши психологи работают с той позиции, что мы не 1-2 раза консультируем, не 3 раза. До конечного результата. Да, до конечного результата. Для некоторых это несколько лет требуется до конечного результата. Вот. И в этом году нашими психологами также будет эта работа продолжена. И, конечно же, сотрудничаем в городе Москва с санаторием Бесчагда, где, в принципе, тоже проходят реабилитацию наши участники специальной военной операции. Но эту работу в этом году мы должны еще более усилить и более эффективно отработать. Вот. И, конечно же, те психологи, которые работают у нас на местах, они, ну, у нас как бы в 20 районах только филиалы открыты, и в тех районах, где нет филиала, очень много запросов с тем, чтобы мы открыли филиалы. Но в этом направлении тоже у нас работа двигается, и ищем разные пути решения, чтобы эту работу тоже систематизировать и усилить. Ну, то есть, получается, жители республики, востребована психологическая помощь у жителей республики? Да, это не как вот 20-30 лет назад, да, если вот психолог, то он ассоциировался с психиатром, да? Да. Это уже как бы, ну, люди считали, что это ненормально, если человек обращается к психологу. А сейчас в современном мире это очень даже востребованная профессия, психологи сейчас нужны везде. Вплоть до тех мероприятий, которые мы проводим, конечно же, мы привлекаем наших психологов. Бывает, мероприятия проводятся ну, принимают участие и сложная категория людей, да. У нас психологи всегда наготове, на дежурстве. И бывают такие моменты, когда, к сожалению, нужна бывает их помощь. Но хотелось бы еще сказать про качество работы, да, психологов. Есть у нас анкета обратной связи, и, в принципе, анкета обратной связи показывает, что действительно их работа эффективная. И люди анонимно заполняют
эту анкету. Ну и и довольны потом, услугами. Да, мы потом подводим определенные итоги. Это, конечно же, является основным из показателей деятельности психологов нашей республики. Хотела бы вернуться к фестивалю «Мусустар», который у нас уже будет совсем скоро. Расскажите, кто у нас будет хедлайнером? Или еще пока такая информация скрыта, потому что все всегда обсуждают, все хотят знать. И кто может принять участие, какие активности будут, что вообще нас ждет? Ну, вообще, «Мусустар», он у нас проводится как бы в 4-й раз. В этом году, в 4-й раз. В следующем году мы будем проводить уже в юбилейный, в 5-й раз. И наша основная цель – это чтобы «Мусустар» был не только в городе Якутске, да, и не только в центральной части наших районов. Он должен охватить всю молодежь до каждой глубинки, до молодого гражданина, который проживает в каждой глубинке. У молодого человека должна быть возможность принять участие в молодежном фестивале, в самом крупном молодежном фестивале нашей республики. Показать свой талант, показать свои возможности. И такую возможность мы предоставляем через наши муниципальные районы. Отборочные этапы у нас проводятся на местах. В каждом муниципальном районе, городском округе проводятся мини-фестивали. Мини-фестивали у нас уже начата работа в декабре месяце. Все положения конкурсов были доведены еще в начале декабря, в середине декабря, и в конце декабря началась работа. Активная фаза у нас прошла в новогодние выходные. В новогодние выходные наши специалисты, в принципе, не отдыхали. Молодежь у нас активно проводила мини-фестивали. В некоторых районах у нас уже мини-фестивали проведены. Одним из первых был у нас Кобяйский район. И мы видели, как там молодежь действительно активно участвует. Для молодежи фестиваль «Мусустар» уже стал таким брендом. И сейчас идет активная фаза проведения этих отборочных этапов в муниципальных образованиях. До 10 февраля будут проходить в районах. И основные мероприятия в городе Якутске, они будут проведены 16-17, с 14 мы начнем. Самый ранний конкурс, фестиваль, он у нас проходит как раз-таки с участием НВК «Саха», нашего телеканала. Он, по-моему, начинается с 5 февраля. Это у нас конкурс «Улустар», который действительно объединяет не только молодежь, но и всех жителей нашей республики. Все жители с нетерпением каждый вечер ждут анонса данного конкурса, но и с нетерпением ждут, кто же станет у нас победителем. Войдет в финал, станет победителем. В этом году у нас есть определенные изменения. Конечно же, у нас появились треки, посвященные году семьи Российской Федерации, году детства в Республике Саха-Якутия. Хочется отметить о том, что расширилось направление трека, который проводится по линии Министерства предпринимательства, которое направлено на бизнес, сообщество, на предпринимательское сообщество. Там у нас расширился перечень конкурсов. Ожидается очень хороший конкурс, который должен показать просторы Якутии, наш туристический потенциал. Это конкурс видеовизиток. На этот конкурс мы тоже рассчитываем, да, рассчитываем, полагаем, что этот конкурс действительно покажет какие-то новые наши уголки нашей республики, покажет турпотенциал нашей республики. Так, и у нас есть еще одно новое направление, в котором будут принимать участие молодые аграрии. То есть сельское хозяйство у нас тоже подключилось в этом году к молодежному фестивалю «Мусустар». Мы тоже ожидаем, что в этом году мы выявим молодых представителей сельского хозяйства, молодых аграриев, которые действительно талантливые, которые могут поделиться своим опытом, покажут возможности, которые они имеют. Да, в прошлом году у нас очень хорошо прошел
конкурс «Поколение профи», который проводил Министерство труда, по линии Министерства труда, Управление социальной защиты проводили на местах. Это конкурс, который выявлял рабочую молодежь. И действительно мы увидели ту рабочую молодежь, у которой есть действительно тот потенциал, которые могут с чем-то поделиться, у которых есть уже определенные наработки, опыты. И этот конкурс действительно показал, что Якутия безгранична теми молодыми людьми, которые обладают определенным талантом, и у которых есть чем поделиться. Ну и традиционно у нас идут направления в сфере образования. Конкурс, который один из основных конкурсов в сфере образования, он у нас уже не республиканского уровня, а дальневосточного. Сейчас Министерством образования отрабатывается, ведется работа с субъектами Дальнего Востока, и этот конкурс у нас стал дальневосточным. Также, что хотелось бы отметить, у нас по итогам конкурса фестиваля Мусустар будут подведены итоги, будет выявлен лучший молодежный район и лучший молодежный арктический район. Призовой фонд остается таким же, как в прошлом году, то есть лучший молодежный район получит 2 миллиона рублей, арктический район 1 миллион рублей. И, конечно же, мы надеемся, что все 36 районов, городских округов у нас примут самое активное участие. В прошлом году у нас не участвовал только один район, не будем называть название района, но надеемся, что они в этом году к нам присоединятся. Да? И хочется отметить, что мы оплачиваем проезды для всех делегатов, которые приезжают с арктических районов. Это, конечно же, очень большая накладка финансовая накладка на районный бюджет, поэтому мы при поддержке правительства нашей республики поддерживаем, в этом направлении наши арктические районы. Вот, Надежда, скажите, пожалуйста, какой вы видите молодежь сегодня и через 10 лет? Если мы действительно, оглядываясь назад, 80-е, 90-е годы, это была совершенно другая молодежь. Все мы, в принципе, это видели, наблюдали, что тяга к принятию, злоупотреблению спиртными напитками, табачными изделиями, она была в то время очень активно развита. Сейчас же мы видим, что действительно у нас молодежь, она активная. И тут есть, конечно, плюс информационных сетей, социальных сетей в том, что молодежь, она стала все-таки продвигать здоровый образ жизни. Молодежь, она стала более активной, активно занимаются спортом. И действительно по линии спорта очень много сейчас возможностей. Только один международные спортивные игры «Дети Азии» у нас чего стоят, да? Если говорить о городе Якутске, то тут вообще нету дефицита площадей спортивных. Это и государственные работают активно, и частные, и фитнес-клубы, да, говоря, и в районах республики у нас тоже активно строятся спортивные объекты и культурные центры, где молодежь имеет возможность активно участвовать в жизни вообще республики. Ну и интеллектуально сейчас с развитием и IT-технологий у нас очень интеллектуально развита молодежь. Но через 10 лет я думаю, что мы все-таки идем, с одной стороны, это развитие цифровых направлений, да, технических направлений. С другой стороны, раскрывается действительно талант молодежи. То, чем обладают наша молодежь, это
талант внутренний, талант у кого-то духовный, есть возможности для развития. И руководством страны, нашей страны и президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным и главой нашей республики Александром Сергеевичем Николаевым сейчас действительно мы ощущаем, что молодежная политика, она действительно стала очень сильно поддерживаться, упор делается на развитие, творческое развитие молодежи, на патриотическое воспитание нашей не только молодежи, но и всех граждан, начиная от садовского возраста, начиная с рождения детей. Мы видим, как действительно вот идет поддержка, она идет не только как бы дает какие-то определенные возможности, но и финансовые меры поддержки, они действительно есть и доступны каждому молодому человеку, молодой семье, которые и желают расширить свою семью и расширить свою имущественную какую-то площадь. Очень много мер, да, очень много мер поддержки сейчас предоставляются. Я думаю, что молодежь и население республики это видят, и действительно идет развитие на направление на высокое развитие, эффективное. Благодарю вас за то, что вы нашли время прийти к нам в студию и ответить на все волнующие якутян вопросы. Желаю вам успехов в работе в новом году. Уверена, что все задумки обязательно воплотятся в жизнь. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами была Яна Бабаева. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.